Прошедший 2012 год был объявлен годом первичной профсоюзной организации и насыщен активностью проводимых мероприятий. Перечислим наиболее значимые из них. Январь. Начал функционировать учебно-методический кабинет Республиканского совета профсоюза. Возобновил работу постоянно действующий семинар. Февраль. Организован сбор подписей членов профсоюза за кандидатуру в президенты Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Всего 16 863 подписи, или 44% от общего числа членов профсоюза работников образования. Направлено письмо в адрес Республиканской прокуратуры с просьбой о реагировании на постановление номер 221 правительства Чеченской Республики от 8 февраля 2012 года, значительно ущемляющего право педагогических работников на компенсацию за коммунальные услуги. Приняты постановления о соучредительстве с Министерством образования Чеченской Республики, Комитетом правительства Чеченской Республики по дошкольному образованию при проведении республиканских конкурсов «Молодой педагог», «Учитель года 2012» и «Воспитатель года 2012». Март. Состоялось 5-е пленарное заседание Рессовета профсоюза. В его работе приняли участие представители от всех 745 первичных профсоюзных организаций, гости из территории Северо-Кавказского федерального округа. 5-й пленум Рессовета профсоюза объявил 2012 год годом первичной профсоюзной организации. Объявлены конкурсы на лучшую первичную профсоюзную организацию по 10 номинациям и утверждены соответствующие положения, определены меры морального и материального поощрения. Проведено 3-е республиканское собрание пайщиков. Апрель. Подготовлены и направлены в Верховный суд исковые заявления Зубхаджиевой, учительницы начальных классов Чечено-Урской школы номер 1 Грозненского района, Исраилова, пенсионера, который проработал много лет в Чечено-Урской школе номер 2, об отмене постановления правительства Чеченской Республики номер 172 от 18 августа 2008 года, существенно нарушающего право педагогических работников на компенсацию по коммунальным услугам. Президиум Рессовета профсоюза утвердил реестр численности и наименований первичных профсоюзных организаций и территориальных органов профсоюза в структуре Чеченской республиканской организации. На 1 апреля 2012 года утверждено 746 первичных профсоюзных организаций, 18 районных городских советов профсоюза с числом членов профсоюза 38 555 человек. Начата работа по установлению электронной почты с первичными профсоюзными организациями. Министр образования и науки Музаев Анзор Ахмедович направил руководителям образовательных учреждений письмо о предоставлении школьных компьютеров в пользование правкомом для связи с районными организациями и Республиканским советом профсоюза. В рамках постоянно действующего семинара проведено 3-дневное семинарское занятие с председателями правкомов учреждений профессионального образования. Май. Состоялся первомайский митинг профсоюзов республики под девизом «Даешь строительство справедливости». От профсоюза образования в митинге приняли участие более 2000 человек. 19 мая проведено расширенное собрание профактива учреждений дошкольного образования Чеченской Республики. Был заслушан доклад руководителя Комитета правительства Чеченской Республики по дошкольному образованию Джунаидова Асламбека Сираждиевича. Группа профактивистов дошкольного образования награждены различными профсоюзными наградами и почетными грамотами. Состоялся круглый стол на тему о праве педагогических работников на компенсацию по платежам за коммунальные услуги, проблемы, пути их решения. Принято обращение участников заседания к председателю правительства Чеченской Республики. 5 июня в Доме профсоюзов состоялся первый республиканский слет профгрупп оргов, обслуживающего и вспомогательного персонала образовательных учреждений. Слет избрал Координационный совет профсоюзов работников обслуживающего и вспомогательного персонала. Завершены 3-дневные учебные занятия с нештатными корреспондентами, 16 человек, от районных городских профорганизаций. По окончании занятий им вручены удостоверения нештатных корреспондентов профсоюза. Состоялся выезд группы профработников в город Владикавказ для участия в 3-дневном семинаре совещаний для профлидеров Северо-Кавказского и Южного федеральных округов по теме совершенствования и развития профсоюзной работы в сфере образования, где наша делегация представила свою презентацию. Август. На расширенном заседании Президиума Республиканского совета профсоюза подведены итоги работы за первое полугодие 2012 года. Определены задачи на второе полугодие 2012 года. Разработана и утверждена дорожная карта основных профсоюзных дел. Принято решение о проведении презентации райгорсоветов профсоюза.
Республиканский совет принял участие в традиционном межотраслевом шахматном турнире. В итоге острой и захватывающей борьбы учитель Маиртукской СОШ номер 1 Идрис Джабраилов занял почетное второе место. Сентябрь. В Урус-Мартановском райсовете профсоюза проведен День открытых дверей. Участники встречи, а это штатные работники райсовета профсоюза, побывали в офисе райсовета профсоюза, посетили базовую первичную профсоюзную организацию СОШ номер 3. С большим интересом осмотрели историко-краеведческий музей под открытым небом Донди-Юрт. Приступил к работе постоянно действующий семинар райсовета профсоюза. Открытие ПТС и первые занятия с руководителями профсоюзных кружков состоялись в городе Гудермес. Состоялась презентация Ачхой-Мартановского райсовета профсоюза. В рамках кода первичной профсоюзной организации утверждены 34 базовых первичных организаций, по 2-3 в каждом районе. Им выделены в образовательных учреждениях отдельные кабинеты, приобретена кабинетная мебель, техника, канцелярские товары, оформлены стенды, витрины. Октябрь. В Доме профсоюзов состоялись презентации Чеченской республиканской организации профсоюза и Грозненской районной организации профсоюза. Презентация Республиканского совета профсоюза сопровождалась большой и содержательной выставкой, докладами и сообщениями, знакомством с рабочими кабинетами и музейной экспозицией. Прошел республиканский слет наставников и молодых специалистов, приуроченный ко Дню Учителя. В нем приняли участие более 250 человек. Слет избрал Республиканский совет наставников и совет молодых учителей. Большая группа педагогических работников была награждена различными профсоюзными наградами. Состоялось Республиканское профсоюзное собрание работников учреждений дополнительного образования. Собрание учредило Координационный совет профсоюза работников дополнительного образования. Председателем совета избран Хамидов Якуб Хамидович. Ноябрь. Организован круглый стол по теме «Развитие и укрепление взаимодействия между Союзом директоров, Союзом родителей и профсоюзом образования на основе трудового законодательства Российской Федерации». Состоялся республиканский смотр-конкурс художественной самодеятельности педагогических коллективов. По его итогам проведен гала-концерт в Доме профсоюза. 74 участника самодеятельного творчества награждены дипломами и ценными подарками. Проведен смотр-конкурс по декоративно-прикладному творчеству педагогов образовательных учреждений. Было выставлено 98 экспонатов 63 участников из 17 районов республики. Состоялось награждение большой группы победителей и лауреатов конкурса. Декабрь. Состоялся 6-й пленум профсоюза на тему «О мерах по совершенствованию организационной структуры профсоюза». Пленум утвердил изменения в структуре профсоюза образования, положение Чеченской организации профсоюза, положение представителей Чеченской организации профсоюза, положение первичной организации профсоюза образования. Состоялось собрание ветеранов профсоюза образования, избран совет ветеранов. Председателем совета утверждена Гафуева Яха Даудова. Делегатам собрания была вручена книга «Хронология борьбы и труда» и новогодние подарки. Свое заседание провел Совет молодых учителей, избран исполком совета в составе 7 человек. Председателем совета избрана Азизова Зульфия Магомедовна. На работе совета принял участие заместитель министра образования и науки Аздарбиев Рамзан Гусейнович, председатель профсоюза Герзелиев Хизыр Магомедович. Прошел слет педагогических династий республики. Присутствовали 240 представителей от этих династий. На слете выступил министр образования Музаев Анзор Ахмедович. Слет утвердил состав Республиканского совета ветеранов педагогического труда. Председателем совета ветеранов избран Бачаев Леч Халаевич. Делегатов слета приветствовали Дед Мороз и Снегурочка. Раздали новогодние подарки и книги о педагогических династиях республики. Январь 2013 года. Аппарат Рессовета профсоюза образования своими силами организовал новогоднее представление на тему профсоюзной жизни для всех сотрудников отраслевых профсоюзов райгорсоветов образования. В Доме профсоюзов состоялся семинар-совещание с общественными журналистами Рессовета профсоюза по подготовке энциклопедии народных и заслуженных учителей республики. Состоялся 7-й пленум Рессовета профсоюза по вопросам исполнения профбюджета за 2012 год, утверждению сметы расходов и штатного расписания на 2013 год. Февраль 2013 года. Изучена практика мотивации профсоюзного членства и реализации уставных задач в профсоюзных организациях Заводского и Старопромысловского районов. Сделан анализ и подведены итоги организации работы по заполнению журнала «Эстафета добрых дел». В эстафете приняли участие 340 профкомов первичных профсоюзных организаций или 44,8% от общего числа первичек. Март 2013 года. Состоялось 4-е республиканское собрание пайщиков Фонда социальной поддержки учителей.
Прошел Республиканский форум профсоюзного актива, посвященный итогам работы Рессовета «Год первичной профсоюзной организации». На форуме присутствовали 725 делегатов. На форуме состоялось подписание Республиканского отраслевого соглашения между Комитетом правительства Чеченской Республики по дошкольному образованию и профсоюзом образования на предстоящие 3 года. Апрель 2013 года. Проведен круглый стол по теме о работе первичных профсоюзных организаций по реализации правозащитных функций, практика, проблемы, решения. Участники круглого стола приняли обращение к председателю парламента Чеченской Республики. Еженедельно по четвергам проводилось занятие постоянно действующего семинара ПДС для председателей правкомов учреждений дошкольного образования. Состоялся республиканский смотр-конкурс хоровых коллективов учреждения образования. По итогам смотра конкурса в Государственном русском драматическом театре имени Лермонтова были организованы гала-концерт и награждение лучших хоровых коллективов. Дипломы и денежные премии были вручены лауреатам конкурса и активным его участникам. Всего награждено 18 хоровых коллективов. Подписано Республиканское отраслевое соглашение между Министерством образования и Профсоюзом образования на предстоящие 3 года. Май 2013 года. Около 100 тысяч членов профсоюза отрасли и их семей, студенческой и учащейся молодежи приняли участие в первомайских акциях, прошедших по республике. Состоялось очередное заседание Координационного совета профсоюза работников дошкольных учреждений.